Чувствую себя таким сонным немного, спать хочу, да. Тренироваться будем вот с нашим тренером Геннадием Юрьевичем, с Тейлором, тренер по физподготовке, с Дмитрием Кирилловым. Ну и вся команда наша, кто помогает в спаррингах. Вот, с нами здесь Сергей Кузьмин, тяжеловес, Руслан Бекменов, кикбоксер он, но и по боксу выступает тоже. С каким планом вы приехали? План у нас такой, что нам надо набраться здоровья, подышать горным воздухом, побегать кроссы. То есть в основном у нас такая задача. Ага, у вас будет подготовка к бою, да? Да, подготовка к бою. Примерно бой будет там, в ноябре месяце, наверное. Вот. И это как раз первый этап подготовки к бою. А с кем будет? А пока еще нету точности, переговоры еще ведутся, поэтому сказать еще не могу точно. Была информация, что либо британец, либо мексиканец. Ну да? вот именно так и есть, да. Либо британец, либо мексиканец, это мы узнаем попозже. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Дмитрий, извините, можно? Вот недавно бой состоялся между Джо Смитом-младшим и Артуром Бетербиевым. Какие прогнозы ставили, что, скорее всего, Артур выиграет? Ну да. Не, ну прям что так быстро нет, потому что Артур Бетербиев крепкий, Джо Смит крепкий. Но вот тут получилось так, что он бил по более короткой траектории и вот выиграл так. Вы считаете, бой с вами он лучше был, Джо Смит Месси? Ну, наверное, лучше. Да, раз там 12 раундов было у нас. Чуть другой бой был просто. Вот в будущем у вас может быть бой против Артура Бетербиева. И можете сравнить Бетербиева с Канело? Кто сильнее? Ну, Бетербиев это природный полутяж, да. Если Канело это средний вес, который поднялся в полутяж, то Бетербиев природный. Он физически покрепче будет, наверное, помедленнее, менее хитрый, менее быстрый, но тем не менее он физически сильнее. В следующем бою вы планируете выступать с флагом Кыргызстана? Вы знаете, мне в этот раз, когда я боксировал, мне на самом деле не разрешили выступать с флагом России. И было принято решение, что мы выступаем вообще без флага, потому что нельзя выступать с флагом России мне. Но организаторы сделали так все это красиво, экран, выставили флаги тех стран, в которых мы родились, я, Канело, у меня, получается, это Кыргызстан был. То есть организаторам нужно было что-то показать, откуда родом человек. Вот было принято решение такое у них. То есть это не от нас зависящее, нам ни гимн, ни флаг, ничего. Да. Ну вот в следующем бою как будет? В следующем бою я даже не знаю, как будет. Если будет, то, наверное, это будет либо без флага, я думаю, либо это будет российский флаг. То есть... Мы видели ваше видео после боя. От Токмака до Лас-Вегаса есть путь, только нужно пахать. Какие связи у вас с кыргызстанским боксом? И как вы оцениваете наш кыргызский бокс? Какие связи? Ну, во-первых, я здесь тренировался, да, у меня много друзей здесь, с кем мы вместе в зале тренировались. У меня вот друг мой, главный тренер Кыргызстана, да, Данияр, Тологон Улу Данияр. Конечно же, в Киргизии есть ребята, которые могут боксировать на высоком уровне. Но здесь есть одно но, что мало выделяется средств на подготовку для ребят. Да? То есть сам материал хороший, да, то есть ничем не хуже, да, там, других ребят, ничем не хуже узбеков, казахов, россиян, кого угодно, да, но получается так, что нету средств, не выделяются, как я понимаю, да, на сборы, потому что
как бы можно тренироваться в одном месте, но вам, чтобы выйти на мировой уровень, нужно же обязательно выступать с другими ребятами, кто на мировом уровне сильный. Нужно сборы проводить, нужно на соревнования больше ездить, нужно ребят мотивировать какими-то, может быть, зарплатами. Там. А так ребята чуть постарше становятся, там, лет там, 18-20, да, им же нужно семью заводить, там, обеспечивать. То есть это все очень такое важное. Да, то есть, А кого вы знаете из кыргызстанских боксеров? Азамата знаю, Усиналиева, да, там. А вот следующий вопрос. Вот мировой звездой вы стали, конечно, после боя с Канело. И сравните жизнь до боя с Канело, после. Карьера, она так всегда постепенно шла, да, то есть постепенно все узнаваем больше. И я, наверное, если бы не был бы готов как-то эмоционально внутри, да, как бы чисто вот узнаваемость, да, повысилась. И немного об ММА. Какого бойца, бокс какого бойца в UFC вам больше нравится? Честно, ММА вообще не смотрю. А вот у вас есть тренировочный лагерь в Америке, в России. Вот для вас в Кыргызстане тренировочный лагерь — это как отдых, да, своего рода был? Да нет, не как отдых. Здесь наоборот так будет. А есть кыргызские ребята, вот вашей весовой примерно, с которыми вы работаете так прям? Нет, мы со своей командой приезжаем обычно. Да. Почему вы именно в Кыргызстане выбрали тренировочный лагерь перед защитой титула? Вы знаете, особенные условия? мы периодически как бы меняем дислокацию. Да. Перед боем с Канело мы ездили в Узбекистан. Нам просто особые условия — это то, что Среднегорье здесь. Да. То есть куда мы едем, это Среднегорье. Там 1600, что-то такое. Вот. Такое комфортное. Да. То есть бывало, мы ездили в Прильбрусе, там около 1800. То есть нам нужна высота. На Искуле, да? Да. 1600 на Искуле. Вы не первый Да. раз же, да? Вы Не, часто я не первый раз, приезжаете я уже раз, на может тренировку, быть, на сборы? пятый Да. здесь. А ваши дети были в Кыргызстане уже? Были, да, были тоже на этой базе в Тамге. И у меня такой нескромный вопрос. Можно считать вас именно сейчас миллионером уже после боя? Ну, да не, ну, миллионером, ну, можно считать, да, миллионером, но... А самый высокий гонорар, вот, за исключением боя с Саулем Альваресом, до него? С Джо Смитом был. Джо Смитом. Вы в будущем планируете перейти в первый тяжелый? Пока, я думаю, навряд ли я перейду в первый тяжелый, мне, то есть, комфортно полутяжелый. Когда я в отметке крузервейта я себя очень отвратительно чувствую, знаете. Вы говорили, что вот недавно, вот после боя с Канело, где-то 85-86 набрали. Сейчас сколько вы весите? Сейчас 90 где-то вешу, 90? около 90, да. 88, 89. Да, с дороги человек, да, чтобы не грузить, да. Еще И последний вопрос. конференция, да, еще. Да, у нас уже запрос будет, да? Крайний вопрос. Вот вы еще прилетят, да, ваши спарринг-партнеры, или в Кыргызстане кто-то будет спарринг-партнер? Вы знаете, у нас здесь особо спарринг-партнеры нам не нужны. Как бы вот есть пару человек у меня там в весе, да, вот сейчас один, и с Узбекистана прилетит еще один спарринг-партнер, да. Но он не то, что даже спарринг-партнер, он сам как бы перспективный боксер, да, то есть какой-то такой совместный обмен, наверное, опыта будет даже. Спасибо большое.